Огонь забрал все – дом, вещи, воспоминания. Семья Марта Ахуба, матери 4 детей, пережила настоящий кошмар и в считанные минуты осталась на улице. Пожар произошел из-за замыкания электропроводки, что является частой причиной воспламенения домовладений. На помощь матери-одиночке откликнулся благотворительный фонд «Баракят». Был открыт сбор средств, и на сегодняшний день жители города Ткорчал уже живут под своей крышей. Я обратилась в организацию «Баракят». Благодаря им они мне собрали сумму, помогли, до сих пор помогают. Благодаря им я восстанавливаю, мы вместе восстанавливаем дом. Окна, 9 окон мне человек сделал, который меня вообще не знает. Он вошел в мою ситуацию, и этот 9 окон мне так бесплатно сделал. Спасибо ему хочу сказать. Вот, дальше там, как видите, восстанавливаем по чуть-чуть благодаря организации «Баракят». Спасибо им большое, дай Бог всем здоровья. За этот год фонду «Баракят» удалось помочь 4 семьям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Финансовая помощь – это собранные совместно с гражданами нашей страны 300 тысяч рублей. Сумма несущественная, но благодаря ей погорельцы восстановили кровлю. Также благодаря постоянному партнеру фонда Экрему Эшба во всех пострадавших домах были поставлены новые пластиковые окна. 2 года, можно сказать, действует программа помощи погорельцам. За эти 2 года, прошлый год у нас было 7 семей. В этом году за весь год мы смогли помочь 4 семьям. Учитывая то, что суммы, которые мы собираем, это, конечно же, не те суммы, чтобы полностью восстановиться, но это очень значительная помощь в такой ситуации. Да, есть семьи, которые в общей помощи, государство помогло, родственники, соседи, да, все вместе, они уже живут в своих домах. Это прошлогодние семьи, почти все живут в своих домах. Прошло меньше года после пожара в доме семьи Цвижба в селе Чло. Пострадали не только документы и вещи. К сожалению, семья потеряла одного из членов семьи. Но на Пачулия, мать 2 сыновей, признается, что без помощи фонда «Баракят» они бы еще долго восстанавливали свой дом. На сегодняшний день здание пригодно для жизни. Осталось лишь закончить незначительные ремонтные работы. Случайность случилась, и когда мы пришли, уже ее тело тоже еле вытащили, пожарную позвонили, и вот так даже документы мы не смогли вытащить, ничего, все с нуля. Это все мы почистили, что мы вообще не хотели, это все, ну, с нуля хотели, потом сын старший вот так начал, и потом мы слышали, что «Баракят» помощь дает. Я им позвонила, чтобы, дай Бог им здоровья, спасибо всем. И государство нам дали 180 тысяч всего, и вот эта крыша, что вы видите, и все. Остальные мы вот коровы продали, машины имел, старший сын продал. И вот так наша эта крыша, что делали, все это помогли, двоюродные братья, друзья. Наш зять помог, вот так потихонечку, по чуть-чуть. Дальше тоже мы хотим по чуть-чуть, и что вы видите, после Нового года хотим зайти. Помощь в 300 тысяч рублей – это лишь отправная точка. Высокая стоимость материалов, услуг и оборудования ставит перед фондом серьезные вызовы. Я надеюсь, что в будущем году мы с новыми силами, с большими силами приступим к работе, сможем помочь большим семьям. Также хочу призвать всех, кому нравится то, чем мы занимаемся, кто считает это важным делом, понемногу присоединяться к нам, стараться. Каждый вот может в нашей помощи найти себя, в каком смысле, да, вот каждый может быть полезным по мере своей возможности. Благотворительный фонд «Баракят» завершил свою работу по улучшению жилищных условий многодетных и малоимущих семей. Среди подопечных фонда семья Ирины Гогохи, которая воспитывает 3 детей. До помощи государства и фонда семья жила в ветхом строении. Комнаты пронизывал холодный ветер. Жить в таких условиях было невозможно. На улучшение жилищных условий государство выделило 300 тысяч рублей. Помог и фонд «Баракят». Государство, глава села, сельчане, да, вот всеобщей помощью был построен каркас дома, на этом средства закончились, и как бы этот каркас стоял, дальше не было возможности продолжать этот ремонт, вот, и обратились к нам.
я вам скажу, около года, в общем, вот все это продлилось, да. Для этой семьи тоже было 301 тысяча собрано, даже потом мы из других наших резервов немного добавляли, чтобы сделать так, чтобы эта семья переехала. Вы видели условия этого дома, это аварийный дом, который мог рухнуть в любой момент. Вот, и мы, конечно же, старались сделать побыстрее так, чтобы они переехали. Аналогичная ситуация с замыканием электропроводки произошла в прошлом году и с жителями села Чгярда. Их дом пострадал больше всех остальных. Трагедия произошла 4 января этого года. Первую помощь семье Эмин-Оглы оказали соседи и родственники. Финансовую помощь оказала администрация Чимчирского района, а затем подключился Баракят. На сегодняшний день в доме восстановлена кровля и залит новый бетонный каркас здания. Семья, где старшему члену семьи 95 лет, проживает в однокомнатной пристройке, где холодно и нет условий. Дом потихоньку восстанавливается, а люди верят только в лучшее. Все сгорело у нас. Кто-то сапоги дал, кто-то брюки, куртку, как его. Ну, все на первую помощь. Тарелки, не тарелки. Ничего вообще абсолютно не смогли вытащить. И потом в Ачимчиру обратились, там 170 тысяч выделили. Этому человеку, наверное, в жизни никогда не забуду. Анкваб Ахатаб. Благодаря его программе, его Баракят фонду, сегодня, вот как видите, до этого довели вместе все. В семье Амичба 5 маленьких детей. В октябре месяце их дом сгорел. Причина та же – замыкание электропроводки. Семья осталась без ничего, сгорело все. Жить с маленькими детьми пришлось в небольшом сарае. За несколько месяцев при помощи неравнодушных граждан и фонда Баракят семья переехала в новый дом. Счастливые лица детей доказывают – мир не без добрых людей. Также, увидев наш ролик в социальных сетях, парень по имени Битхуан Арсен, он электрик, отозвался, сам написал, предложил свою помощь, приехал и всю электрику провел совершенно бесплатно. Это, конечно же, большая помощь. Также мы сэкономили на работе электрика. В принципе, ремонт подходит к своему завершению. Мы уже заказали ламинат, осталось вот в зале все стены пошпаклевать, поклеить обои. Но, в принципе, самая главная цель была быстро переселить эту семью, так как они жили в подсобке с 5 детьми, без каких-либо условий, без воды, без ничего. Это, конечно же, было очень такое. Потому нам нужно было быстро это все сделать. Мы обратились к торговому дому «Позитив». Мы попросили их давать стройматериалы, необходимые в долг. Когда мы закроем сбор, мы рассчитаемся, они пошли нам навстречу. Благодаря этому, можно сказать, мы на месяц опередили все события, и пока шел сбор, здесь параллельно проводился ремонт. Огромное спасибо. Семья Агумава, проживающая в столице, лишилась жилья в результате пожара в 2021 году. Семью заметил благотворительный фонд помощи детям, сиротам и больным вместе, совместно с фондом Баракят, Экремом Эшба и мебельным салоном «Домино». В этой семье в 2021 году произошел пожар. Как мы об этой семье узнали, Сима Бебе развозила продукты, увидела эту ситуацию. Вот. Мы, в принципе, сотрудничаем, все проекты мы как бы обсуждаем. И она мне показала эту ситуацию, рассказала. Я узнал, что тут и ветеран проживает, вот, что в таком положении. Они подошли по нашим критериям, да, это после пожара был дом. И мы, объединившись, решили реализовать этот проект. На его реализацию, в принципе, ушло у нас около 3 месяцев в общем. Вот. Хотелось бы подчеркнуть и выразить благодарность, конечно же, всем, кто принял участие в сборе. Да, вот Сима Бебе открывала сбор, сбор даже открывался дважды. Общая сумма, которую удалось собрать, это было 200 тысяч рублей. Собственники мебельного салона «Домино» со дня основания салона занимаются благотворительностью. К нам обратился фонд Баракят, рассказал всю ситуацию, что касается ветерана, инвалида войны, что был пожар, но они своими силами сделали ремонт, был открыт сбор. Вот. Но
им не на чем было спать, то есть ни кухни, ничего абсолютно не было. Мебельная компания «Домино» со дня основания занимается благотворительностью. Соответственно, здесь мы не прошли мимо. Вот, полностью оснастили мебелью. Это и кухонный гарнитур, стол со стульями, диваны, спальня, прихожая. То есть мы полностью оснастили мебелью. История фонда «Баракят» – история о том, как перед лицом тяжелых испытаний благие дела способны творить чудеса. Вместе мы можем преодолеть любые трудности и сделать жизнь сограждан лучше. Пусть беда обходит стороной каждый дом, но важно помнить, что в этом мире все еще есть люди, не имеющие крыши над головой. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.